проходите, ребята. Наша школа носит имена двух великих балерин. Это Аксении Васильевны Посельской и ее дочери Натальи Семеновны Посельской. Это у нас Аксения Васильевна Посельская, первая профессиональная балерина, которая встала на настоящие пуанты и станцевала на пуантах в первом национальном балете «Полевой цветок», премьера которого состоялась 29 июня 1947 года. Вот это вот и есть на самом деле тот Алас, на котором прошло детство твоей прапрабабушки, а твоей прабабушки, Алиша. Удивительные места. Вот здесь они землянику, видать, собирали постоянно. Мы были здесь на Асахе, но именно на этом родовом Аласе мы ни разу не были вместе. Вот смотрите, даже дождик накрапывает, а дождик – это благословение, это знак благословения на самом деле. Натуся, Наташа будет... Посельская у нас. Натася Посельская, Алисия Пак у нас балерины, Елена Посельская, Аркадий Посельский. Это товарищи, которые продолжаете дело вашей прапрабабушки, вашей прабабушки. Просто подай руки, они встанут. Те. Ага. Вот так вот. Она стояла у истоков. Как раз зарождался якутский балет. Для меня самое главное – стержень, характер и внутренний мир Аксении Васильевны. Очень творческого человека и человека с большой буквы. И Аксения Васильевна, и Наталья Семеновна – это большой, огромный пример для всех нас.
и к которому мы стремимся. Тальцмена при жизни снимала очерк небольшой о отношениях Семена Сюльского и Аксиньи Посельской. Да. Аркаша, особенно внешне даже, он очень похож на своего прадеда. И Леночка играла. Бабушка очень юморная была, особенно любила подтрунивать над мамой. Мама не выдерживала иной раз. Вот так вот весело жили. Особенный юмор у нее был. Ну, как это сейчас в народе говорят, чурупчинский, что ли, юмор у них. Юмор? Тонкий юмор был. Причем это в детях у всех это проявляется. У Натуси. У Натуси вообще на каждом шагу прям. Удивительно просто. Интересный момент был. Она когда впервые вступила в это здание, и табличка висит там имени Аксении и Натальи Посельской. Она посмотрела, я что, здесь буду директором, что ли? Да, было и такое. Мы хохотали вообще. Вот когда я пришла в семью, для меня это было вообще очень трогательно, да, Наталья Семеновна и так далее. И она же тогда все создавала, она была тогда ответственным репетитором театра. Репетировала, естественно, и каждый спектакль я была для нее оператором. Она сажала меня на лучшее место, выручала камеру, я все записывала. Естественно, спектакль я не посмотрю, потому что я в этот глазок смотрю. Да? У меня даже было настолько так, что эта вот резина всасывалась, у меня синяк потом появился. Мы возвращались домой, включали и тут же начинали смотреть. Она с точки зрения педагога и так далее, да, грамотно, неграмотно, правильно, неправильно, а я наслаждалась уже. А эти вокруг ходят, говорят, вы кормить нас будете или нет сегодня? Жили мы в двухкомнатной квартире, нас было очень много. Прямо вечером расстилались все эти диваны-кровати, кресла-кровати, и вот так вот пластом лежим, потому что Андрей единственный сын, я невестка пришла, у нас уже Аркаша родился, и мы все там жили, естественно. 8 лет вместе, представьте, она харизматичный, очень яркий человек, но дома была очень домашняя, пушистая, прям бабушка-бабушка. Я же мальчик, как обычный дворовый пацан, который бегал там, прыгал, как все. И мне говорят, в балет пойдешь. Ну, у меня в детстве поведение было не очень. И бабушка сказала, если ты так себя ведешь, ты пойдешь учиться ко мне. А там ты себя вести так не будешь. И вот с тех пор, дабы не подводить ее. Трудно. Потому что не можешь дать того, что ожидают от тебя, так как я, может быть, не такой, как мои бабушки. Бытует мнение, артист балета, он такой нежный, там, да? У нас наоборот, у нас Аркаша, особенно как мужик, там он разобрать машину, собрать машину, пожалуйста, все. До винтика он может разобрать машину и собрать ее еще и может. Вот такой вот он. Особенности балетной жизни, это, наверное, наш режим жизни, да, то есть мы
Ну, мы, как обычная семья, все просыпаемся и отвозим детей в школы или в садики. Потом уже начинается наш балетный тренаж, он начинается с 10, и у нас уже идут потом индивидуальные репетиции, либо общие. Трудная работа, конечно же, и психологически, и физически, да, очень трудно. Ну, ноги наши постоянно на пальцах, да, они натираются, устают. У каждой балерины есть свои какие-то методы, да, восстановления. С детьми, когда видишься, сразу вся усталость проходит, да, ты уже начинаешь. Вроде пришла уставшая, а дети какую-то энергию дают. Аплодисменты, конечно же, да. Вроде вот ты станцевал спектакль, слава богу, все хорошо прошло, ты уставший, но зрители дают какую-то вот энергию. Это очень... Хочется еще раз танцевать. Нужны природные данные. Как же без данных? По блату не поступишь в балетную школу. И, конечно, мы были рады, что у нее есть, да, она очень утонченная. У нас родители, мамочка Лена, да, Аркаша, артисты балета. И, видимо, уже в утробе матери она уже танцевала, получается, да. Ну, поскольку я более свободная бабушка была, присматривала за ней, мама очень рано вышла на работу. В 6 месяцев она уже оставалась дома. И когда я помню, усыпляла ее на руках, баюкивала и просто напевала якутские песенки. Да? Она 6-месячная, буквально маленькая, и вдруг она прямо поднимается и хочет танцевать, руками начинает двигать. Маленький ребеночек. Я так удивилась и думала, а вдруг это душа Аксении Васильевны вжилась или Наталья Семеновна. Я так удивилась. Знала, что ее бабушка, да, балерина, прабабушка, да, поэтому мы у нее вот спросили, а ты хочешь стать балериной? На что она, даже не подумав, сказала «да». Мне нравится классика, когда мы ходим по кабинетам разным, по залам. Мне еще нравится наш детский театр, там очень просторно, большая сцена. Я бы хотела играть в Золушку, в Лебедином озере кого-нибудь, Стерха в Сказочной долине, ну, много чего. Младший сын у нас совсем не балетный, он родился крупный, 4640, и он очень хорошо кушал, естественно, да, но он опять-таки в спорт выбирал, в хоккей мы давали его заниматься, борьбой занимался, да. Вот. Ну и Алисия, в душе я видела ее балерина, естественно, а девчонка оказалась очень трудолюбивой, прямо уникальная музыкальная девчонка и с характером. И столько достижений у нее, что она, не закончив даже
колледж свой, стала отличником культуры. Она очень престижный конкурс выиграла, «Большие и маленькие». Там были представители всех хореографических школ России. И поехали-то они вот с мамой. Участвовать. Участвовать, лишь бы поучаствовать. Да? Это же нас пригласили. Конкурс телеканала «Культура». Ну и проходили, в итоге-то победили. Доченька так волновалась, прямо больше, наверное, тебя волновалась, может быть. Смотрела? Да, конечно же, здесь смотрела. Я горжусь за мою девочку, я просто обожаю ее, она вообще напролом тащит все и понимает всю ответственность. Для нас это просто космос, это просто невероятно. Уважаемое жюри, кто же из наших юных звезд светил сегодня ярче? Ну, во-первых, вы все уникальные артисты. Я желаю вам только хорошей дороги. Но сегодня наше сердечко завоевала Алисия Пак. Мы поздравляем тебя. Ты молодец, ты брала целиком эту сцену. Поздравляем. И эта замечательная статуэтка теперь твоя. Поздравляем тебя. Конкурс имени Юрия Николаевича, 14-й, да? Конкурс, он проводится раз в 4 года. Как Олимпийские игры, международный. И, значит, участвовало 300 с лишним участников со всего мира. Она прошла отборочный тур и была приглашена в Москву со своим одноклассником Ваней Одинцовым, да? И вытянула номер участника номер 1. Представляете, какого было отношение? Участников? Да. Естественно, мы видели, как она отбирала, и ее лицо, да, что первый номер, и первая выходила, естественно, танцевать. Это очень сложно. И когда объявляли, кто прошел в следующий тур, и говорят, если начнут с другого номера, значит, я пролетела. И каждый раз первый номер — Алисия Пак. И так она прошла в финал. Number 1. Алисия Пак, Россия, Russia. Крейн, вариация Лауренции из балета «Лауренция», хореография Чебукиани, variation of Laurencia from Laurencia, choreography Чебукиани. А жюри очень компетентное, и ректор МГАХ,
и сам Цицкоридзе, из Южной Кореи, с Китая, с Аргентины и так далее были корифеи, сидели за жюри, да, и сам председателем был Юрий Николаевич сам Григорович, и она прошла в финал. В финал прошла. Это нонсенс для якутянки. Позади оставила Московскую академию, Пермскую, Новосибирск, Пермь и так далее. Всех впереди только была Санкт-Петербургская академия имени Вагановой. Все. И из иностранок кореянка и белоруска. Белорусская. Все. И наша якутянка. И якутянка. Вот. Вот такое вот очень большое достижение, я считаю. Ну и Дельфийские игры, золото на Дельфийских играх и так далее. Это вот, да, много конкурсов. Она не зазнается, очень серьезно к этому относится. И, возможно, есть свои секреты, когда выходит она на сцену и танцует, прям порхает. Видно, что, возможно, и бабушка, и прабабушка ей помогают. Дома меня называют Алиша. А потом уже, когда повзрослела, все начали Алисия, Алисия. Оказывается, что у бабушки, можно сказать, кумир, балерина, которая ей очень нравится, кубинская, Алисия Алонсо. У них немного судьбы схожие. Допустим, бабушка, она открыла первую профессиональную балетную школу на севере России, что, казалось бы, невозможно, а Алисия Алонсо у себя на Кубе. Если посмотреть по фотографиям бабушек, мы даже немножко схожи физикой. Ноги у нас генетически сильные. От этого и прыжок имеется. Вот папа мне обычно говорит, вот на этой фотографии очень похоже. Вот так стоишь, очень похоже. Вот этот взгляд, улыбка, что-то вот такое вот все-таки, какой-то огонь внутренний, наверное, присутствует. Можно сказать, судьба приносит какие-то вот испытания в жизни. В силу того, что довелось прожить моей прабабушке, вот, и как воспитывался ее характер. А бабушка целеустремленно шла к своим большим планам, идеям. Ну, действительно, это было невозможно. Все говорили, зачем якутам балет? Ну, бабушка же добилась. Сейчас у меня должна быть какая-то цель. Но у меня очень много планов, надо как-то это успеть, что ли, реализовать за всю жизнь. Судьба меня сюда привела, в это здание, в эту сферу. Ну, в силу того, что династии нужно как-то планку держать. Хочется достичь каких-то успехов в статусе именно балетном. Успеть станцевать главные партии. И, конечно же, это все от здоровья зависит человека, от насколько ты поработала над собой. Ой, много надо чего сделать, чтобы достичь таких целей. Да. Но оно стоит того. Поэтому будем двигаться. Если Аксинья Васильевна первая якутянка стала на пуанты, ее дочь основатель, организатор и первый директор этого учебного заведения. А Андрей Николаевич сам по себе, он тоже первопроходец, он первый дипломированный географ-эколог Республики Саха-Якутия. Да? Постоянно что-то новое вот внедряется, да? Внедрял Андрей Николаевич. Традиция лето проводить вместе. Все буквально. У нас дети Аркадий, Александр, Алисия, они влюблены в свою дачу. Это дача, которую построила как раз-таки ихняя прабабушка Аксинья Васильевна. Место силы вот это вот, интересно так. Наверное, там и души есть, что и бабушки мои, и мамы мои там. Хорошо там.